В эфире программа «Актуальное интервью». Документальный фильм блогера Юрия Дудя о ВИЧ в России за последние дни набрал более 14 миллионов просмотров в YouTube. О болезни не только заговорили, поисковые запросы о тестах на ВИЧ увеличились в десятки раз, а многие молодые россияне впервые сдали соответствующие анализы. Какие выводы сделали депутаты после просмотра фильма, какие новые законопроекты могут появиться в ближайшем будущем, а также других не менее резонансных и обсуждаемых в российском обществе темах, мы сегодня поговорим с депутатом Госдумы Федотом Тумусовым. Федот Семенович, я вас приветствую в нашей студии. Добрый день. Вот на днях в Госдуме вы организовали просмотр фильма о ситуации с ВИЧ в России, который снял видеоблогер Юрий Дудь. Во-первых, как восприняли этот фильм, а во-вторых, как-то этот фильм заставил чиновников по-другому взглянуть на эту проблему? На самом деле вы правильно сказали, что чиновников мы заставили по-другому посмотреть на эту проблему, потому что изменились социальные условия, изменились медицинские условия, да, распространения этой очень опасной болезни ВИЧ. И в свое время была принята стратегия по профилактике и борьбе ВИЧ у нас в Российской Федерации, но прошло определенное время и изменились условия. И чиновники, я много раз выступал и обращал внимание на эту проблему, но как-то все это вяло воспринималось, и тут вовремя, можно сказать, появился этот фильм, и на это обратили прежде всего граждане. Это проблема для нашей молодежи, для наших детей, и мы должны обратить на эту проблему внимание, с тем, чтобы профилактировать, естественно, лечить. И когда фильм появился, значит, я пригласил всех своих коллег в Государственной Думе коллективно просмотреть это первое, но самое главное сегодня не в этом, а попросил обратить внимание на эту проблему, посмотреть, вникнуть. Потом сразу откликнулись в Минздраве, замминистра Салагай. Потом счетная палата, Кудрин тоже свое мнение сказал. А затем дошло до и президента, поскольку пресс-секретарь Песков тоже свое мнение высказал. Мы в Комитете охраны здоровья тоже этот вопрос рассмотрели. И вот через неделю после показа я провел круглый стол с приглашением экспертов и соответствующих Минздрав, Росздравнадзор и других заинтересованные министерства и ведомства. И мы провели такой очень эффективный круглый стол. И вот до середины этого года должна быть выработана новая стратегия по профилактике и борьбе с этой болезнью, значит, ВИЧ. И это задание президента страны Путина Владимира Владимировича так. И мы сейчас работаем, наш комитет и другие специалисты работаем над выработкой предложений и замечаний к этой новой стратегии. Вот как раз таки о предложениях. Какие конкретные прозвучали? Значит, во-первых, это предложение, мы сейчас работаем над формулировкой, но самое главное, мы должны учесть, что изменились медицинские условия, появились новые лекарства, эффективные лекарства. Да? Вот, например, многие не знали, что вот раз ты ВИЧ-инфицированный, значит, ты заражен. Но оказывается, значит, если есть эффективное лекарство, если человек принимает, лечится, кстати, это абсолютно бесплатно, государство это финансирует так, согласно стратегии программы, то он безопасен, человек. И он может нормально работать, даже рожать детей, заводить семью. Вот это вот самое главное изменение, которое произошло за последние годы. Да? И второе, люди, наша молодежь должна знать источники опасности, где могут заразиться, как могут заразиться и что делать. Поэтому постоянно надо обследоваться, постоянно проводить анализы. В общем, начиная с просветительской работы, да, заканчивая финансированием профилактики и лечения ВИЧ, мы должны сделать новые программы. Там много разных проблем, даже в Уголовном кодексе есть статьи, которые немножко устарели и требуется декриминализация, поэтому это будет комплексная стратегия по профилактике и борьбе, которую я уже сказал, в середине года, к осенью президент должен утвердить. И мы сейчас над этим работаем. Ну, еще один вопрос, который сейчас активно в обществе на всех уровнях обсуждается, это поправки Конституции Российской Федерации. Вот, Федот Семенович, можете наиболее интересные вопросы рассказать, которые сейчас обсуждают в Государственной Думе? Это в первую очередь изменение пенсионного возраста. Мы предлагаем в Конституции прямо записать, что для всех россиян, для женщин 50
50 лет, и для мужчин 55, это для людей, которые живут на севере. И мы предлагаем это записать, то есть обратно вернуть тот пенсионный возраст, который был. И второе, это чтобы индексация по социальных пособий и пенсий, значит, ежегодно не менее одного раза проводилась. И это тоже записать в Конституции. Мы когда во фракции обсуждали, мы даже договорились, что если наши предложения не будут приняты в большинстве своем, да, мы оставляем за собой право голосовать против этих поправок, этого законопроекта. Но вот одну поправку нашу уже объявили, что принимают. Значит, что касается индексации, да, вот по телевизору показывали, наша Хованская там выступила в присутствии президента, так, и он сказал, это он одобряет, и эта запись появится. Поэтому сейчас идет кропотливая работа над вот этими поправками, над редактированием. Значит, наши представители там в комиссии, значит, президентской комиссии находятся, они работают и нас постоянно информируют. Ну, еще один вопрос, с которым вы выступили в Государственной Думе, это вопрос выделения жилищных сертификатов для уезжающих северян. А вот какие сейчас проблемы существуют у якутян? Да, вот на самом деле когда вопросы, касающиеся нас, северян, значит, в Государственной Думе рассматриваются, я постоянно выступаю. И главный вектор моих выступлений – это то, что у нас в Российской Федерации сегодня нет комплексной, значит, северной государственной политики. Потому что экономическая политика, она есть. Она очень простая. Дать свободу бизнесменам, чтобы они инвестировали, освободить их от всяких налогов, да, чтобы они получали преференции и приходили, осваивали вот природные богатства. Но это для экономического развития может быть хорошо, но для нас, северян, значит, это никак не влияет. Поэтому мы настаиваем, чтобы была комплексная политика, чтобы она учитывала социальную ситуацию. Что касается переселения северян, ежегодно выделяется мизерное количество денег. Значит, примерно по нашей республике это 120 человек каждый год уезжает. Если такими темпами пойдет дальше, да, то надо в течение, значит, 80 лет их там, понятно, да, это вообще смешная. А пенсионеров, да, вообще в течение 40 лет. Поэтому это острая социальная проблема. Люди, которые отдали свою жизнь северу, значит, отработали 15-20 лет, они имеют право получения жилья там, где они хотят жить, ну, в южных областях нашей страны. И государство это должно финансировать. Она признает, да, финансирует, но видите, как мизерные средства выделяет. И еще вот другая тенденция, значит, вот это постоянное, вот по предложениям правительства Российской Федерации, постоянное уменьшение вот, преференций. Вот, например, когда вот этот законопроект вносился, там было сказано, что при учете, значит, суммы жилищного сертификата, эта сумма уменьшается на сумму проданного жилья. Вот понятно, человек, если 15-20 лет проработал, он, естественно, заработал на квартиру, да, он, естественно, его продает, и на эту сумму уменьшается. Значит, я категорически против таких, значит, в кавычках преференций, уменьшающих сумму жилищного сертификата. И мы дальше будем работать над тем, чтобы нашим северянам социальные льготы сохранялись. Вот в этом главная проблема. Но еще хотелось бы поговорить про дальневосточную ипотеку, которая позволяет молодым семьям брать кредит под 2%. Однако вот сейчас цены на квартиры, они выросли, и по некоторым прогнозам они будут продолжать расти. Вот в правительстве нашей страны есть ли какие-то программы, меры, которые будут сдерживать цены на квартиры на Дальнем Востоке? Вы помните, когда только президент сказал, что надо 2% ипотеку для молодежи ввести, я выступил с инициативой, чтобы не только до 35, вообще до 40 лет надо это, так? Это предложение было очень хорошо воспринято Министерством строительства Российской Федерации, и министр выступил, что мы поддерживаем такую меру, но они по своей линии, по линии исполнительной власти сейчас работают, внесли предложение, но пока этот вопрос не согласован, к сожалению. Но я думаю, что мы добьемся того, чтобы это согласовать, и чтобы было до 40 лет, так? Это первое. Второе, действительно, когда начали выдавать такие льготную ипотеку, во-первых, люди очень ждали, и заявок пошло очень много. Естественно, бизнесмены, значит, да, они начали повышать цены. И об этом правительство Российской Федерации, естественно, информацию имеет. Они сейчас
прорабатывает ряд комплексных мер, чтобы приостановить рост. Чтобы в связи с снижением ипотечной ставки, чтобы не пошло увеличение. Но прежде всего это экономические меры, да, это увеличение объема значит, строительства этих квадратных метров, это первое. Второе, больший объем направить на вторичное жилье. Вот по этим вопросам я тоже свои предложения значит, дал соответствующим министерствам, ведомствам. Продолжаем работать. Еще один законопроект, который сейчас активно в обществе обсуждают, это закон об обращении с животными. Сейчас нельзя отлавливать, да, безнадзорных животных, убивать их. Вот ваше мнение какое по этому закону? Вот на самом деле это очень острая, болезненная проблема. Да? С одной стороны, значит, ну, собаки и кошки – это наши друзья, друзья человека, и мы должны к ним относиться гуманно, как к своим друзьям. Но, с другой стороны, когда мы их отпускаем там беспризорными, значит, они ходят по улице, естественно, они озлобляются, и очень много случаев, когда они нападают на людей. Мы должны исключить эти случаи, да? Поэтому мы очень долго спорили, каким образом это исключить. Раньше, естественно, отстреливали, да? Но, значит, когда мы принимали, большинство людей считает, что, и депутатов считает, что нельзя прямо на улице стрелять и уничтожать. Поэтому была принята такая формулировка, что мы должны отлавливать, в специальных местах их содержать, значит, кастрировать. Потом можно и выпускать, когда он кастрированный, он как бы у него злости поменьше пропадает. Поэтому значит, вот такие были как бы предложены меры, значит, но вопрос тут уже за исполнительной властью, да, они должны соответствующим образом финансировать эти мероприятия, чтобы к нашим друзьям относиться гуманно, в то же время исключить всякую угрозу для наших детей, для всех нас на улицах. Вот поэтому, с одной стороны, это сложная проблема, с другой стороны, соответствующим образом, если в бюджете это предусмотреть, то эта проблема спокойно решаемая. Ну и не могу не спросить о коронавирусе. Если у нас в республике ситуация, скажем так, спокойная, стабильная, как обстоят дела в столице нашей страны? Ну, вот вчера, например, Всемирная организация здравоохранения как бы заявила, что надо готовиться к эпидемии коронавируса по всему миру, да. Значит, наше правительство и Государственная Дума принимают конкретные четкие меры для того, чтобы оградить наших граждан от этой заразы, от коронавируса. Вы это видите, поэтому у нас действительно нету острых проявлений этой болезни, но вот уже в Италии там начали распространяться, да, поэтому мы должны вот эти меры усиливать и сохранять. Это самое первое, да. Второе, естественно, сейчас ведется научная работа для тем, чтобы найти эффективные лекарства и профилактики, и лечения вот этого коронавируса. Так? Некоторые ученые считают, что они уже есть, но надо просто как бы утвердить, что они как бы эффективно действуют. Да? Но, конечно, она в Москве по-разному проявляется, в разных городах. И вот, например, такая нехорошая тенденция, как китаефобия. Да? Мы же азиаты, и вот некоторые люди, значит, вот отношения в некоторых местах проявляются не совсем хорошие. Но это все, я думаю, что пройдет, потому что, ну, вот люди-то они боятся, да, с одной стороны, ну и думают, что уже кто-то там уже является носителем. Но эту работу надо. Вот таких проявлений, как в Украине, слава богу, у нас нет. Ну, иногда вот и 1 из 1000 там какой-то там неприязнь проявляется, она просто скрытая, она появляется. Поэтому соответствующая разъяснительная и жесткая работа по пресечению таких явлений ведется, поэтому бояться не надо и надо защищаться. Ну, то, что говорят, там, начиная с того, что руки мыть, там, маску одевать, если вдруг там простудился, да, эти меры надо придерживаться. Я думаю, что мы победим эту заразу. Федот Семенович, ну и ваши пожелания избирателям. Ну, дорогие друзья, уважаемые якутяне, наступает весна, через несколько дней официально она вступит в свои права, Масленица уже началась, поэтому радуйтесь, побольше позитива и побольше, значит, радости, улыбайтесь, потому что как бы там много проблем не было, самое главное, человек, если он позитивно настроен, все проблемы будут решаться. Берегите себя и своих близких. Федот Семенович, большое спасибо за очень интересную беседу.
Это была программа «Актуальное интервью» с гостем студии, депутатом Госдумы Федотом Тумусовым. Мы говорили о наиболее обсуждаемых темах в российском обществе. Не переключайтесь.